Затем палату Государственную Думу должен возглавлять представитель Кавказа. Там пусть он нагаец, чеченец или кто-то еще. Затем Совет Федерации. Совет Федерации должен отдать финно-уграм. Финно-угры должны возглавлять. Тут ничего такого. И вот эту палату национальности надо в общем-то, северным и сибирским народам. И первую вот палату национальности я бы, конечно, Николаев, опытный политик такой. И сейчас в Совете Федерации находится. Ну, представляет интересы Саха-Якутии. Да. Затем, вот у меня такое предложение, я здесь написал, в субъектах федерации, национальных субъектах федерации должны быть палаты, бикамерализм, две палаты. То есть, вот палата от Чувашии, тоже любой закон, который затрагивает интересы чувашского народа, якутского народа, должен быть рассмотрен и возвращен, если он не соответствует народу, возвращен на доработку. Затем, вот, которые поглотили Бурятию, я вот тоже написал, Усть-Ордынские, Агинские автономные округи, чтобы в этих, тогда поглощает, тоже была палата национальности, то есть верхняя палата. Потому что вот и с Бурятии представитель был, очень хорошо рассказал, никто не отражает их интересы. Должна быть в этом субъекте федерации должна быть эта палата. Затем в субъектах, национальных субъектах федерации, вообще вот бикамерализм, он присущ многим федеральным государствам. Выступление было Грызлова, да? Если хотите сделать однопалатные парламенты, есть мировая практика. Бавария. В Баварии было две палаты. То же самое. Если народ не захотел, он провел референдум и ликвидировал эту палату. Затем, вот, я еще что предлагаю. В субъектах федерации должны быть много партий. Потому что пусть на федеральном уровне такой подход. То есть в половине субъектов федерации должны быть отделения. Это нормально, пусть будет. А в субъектах федерации должны быть партии, свои партии. Это политическую систему надо менять. То есть это мировая практика. Возьмешь и Японию, унитарное государство, везде это есть. Здесь вот с Испанией выступал. Там где-то 18, это унитарное государство, 18 субъектов, 18 каких автономных образований. Везде у них есть свои правительства, свои ассамблеи, мне, наверное, не даст соврать. И они представляют свой народ. Также в любом субъекте национальности, национально-территориальных образованиях должны быть половина и первое лицо представитель коренной национальности. Это нормально. Мы что, враги что ли России? Как к нам относятся? Мы те же коренные, любим свою родину, воевали наши деды, много героев Советского Союза, башкир там 70, только в одной дивизии 70 человек, и в Татарстане, и везде. Это вот такой подход. Мы коренные, мы любим также Россию, но хотим участвовать в управлении государством, в субъекте федерации. Затем, я вот на мировом опыте посмотрел, да, у нас в общем-то, много вот таких проблем, да, которые похожи на Китай. Но при китаизации в Китае 90% ханьцы, но они не решили проблемы национальные. У них постоянно уйгурская, тибетская проблема. Лучше идти нам по западному пути, уважение к языкам, уважение к коренным народам России. Россия постоянно наступает на одни и те же грабли. Она не извлекла уроки с Казахстана, когда в 80-х годах витала идея такая, русификации, шовинистическая, поставить первым секретарем КПСС Компартии Казахстана русского Колбина. Динмухамеда Ахмедовича убрали. Что получилось? Они 40% всего составляли, казахи. И они вышли на улицу. Конечно, их подавили. А потом началась цепная реакция. Карабах, на Манган.
Сумгаит, и рухнула система. Поэтому, вот уважая наши коренные интересы, да, руководство, политическая элита должна по-другому взглянуть. И вот я вот такую вот написал: Палата национальностей, 3-я палата Федерального собрания. Но мы вдвоем ехали, он не успел, он сейчас в Казани находится, 300 экземпляров. И я вот эти 300 экземпляров там разделю. То есть я на свои деньги выпустил вот эту брошюру специально и в Якутии. Я что хочу о якутах? Вот я приехал, меня пригласили, спасибо якутам, и у них можно пример взять, как они относятся к языку. Это праздник языка. Мне так понравился. Параллельно шел, государственные органы проводили и общественные организации. Конечно, есть там такие люди, это вот сам народ, наверное, хотел. И отражение этого народа в таком Иван Иванович Гаврилев, он взял газету «Крым», 800 экземпляров, а довел ее до 34 тысяч. Потом Луковцев Валерий Николаевич, тоже большие тиражи, Бичик, главный редактор. Вот, в общем-то, можно много брать. Вот эти праздники языка надо проводить, консолидироваться. О том, что мы принимали вчера решение, да, об организации. Я вообще бы хотел больше сказать. Можно было поставить вопрос тюркоязычных 12 миллионов в России. Можно было поставить о государственном языке тюрков. То есть взять чтобы татарский, башкирский, чувашский, якутский в основу легли эти языки. И стали вот одно из предложений. Спасибо. Тут, если... Пожалуйста, пока от микрофона не отойдите. Пожалуйста, вот по итогам документа, поскольку у нас как бы сама тематика сегодняшнего форума как бы не вписывается в то, что, безусловно, я с удовольствием выслушал доклад, это очень интересно, я думаю, что следует обязательно собираться именно по этому поводу. Вот по поводу тех резолюций и заявлений итогового документа, которые всем были представлены, что вы хотели сказать? Ну, я вот согласен с теми итоговыми документами, но я бы хотел в палату свое предложение внести. Спасибо. Это тема следующего форума. Да. Тема следующего форума? Да. Ну, ладно. В Уфе, который будет. Так, господа, прежде чем объявить перерыв, я хотел бы зачитать приветствие. Это приветствие эксперта ООН. Мы с ним вместе учились. Он в Симферополе пишет. Это у нас на Дербикеров. Я сейчас зачитаю. Уважаемые представители коренных народов России, братья и сестры. Проблемы, которые вы собираетесь сегодня обсуждать, актуальны не только для Поволжья, России или даже СНГ. Мой опыт эксперта ООН показывает, что, к горячайшему нашему сожалению, процессы преднамеренного уничтожения культурной, языковой идентичности коренных народов идут едва ли на всех странах мира, независимо от политических режимов и заявлений их правительств. Хотя есть государства, в которых правительства сделали оживление и возрождение языка коренного народа одной из неотъемлемых частей своей культурной политики. То, что вы, несмотря на очевидные трудности, собрались для того, чтобы практически впервые в истории России открыто и честно поставить эти проблемы, перед общественностью и государством свидетельствует о вашем гражданском мужестве и патриотизме. Надеюсь, что ваша работа будет успешной, и ее результаты станут ориентиром не только для участников, но и для всех коренных народов региона Восточной Европы, России, Центральной Азии и Закавказья, как он определяется Организацией Объединенных Наций. Очень сожалею, что не могу принять непосредственное участие в вашей встрече, однако обещаю, что буду делать все, что в моих силах, чтобы укрепить позиции и сотрудничество коренных народов нашего региона. Президент Международной общественной организации Фонд исследований и поддержки коренных народов Крыма Надир Бекиров. Наш форум приветствует также Магомед Камиль Гаджиевич Таштимиров, Комак
представителей кумыкского народа. Приветствует Гонин Леонид Михайлович из Удмуртии. Да. Приветствует Бикинин, это татарская газета «Саранский». Кроме того, приветствует нас Мастарава Марма. Магомед Камиль является сотрудником Министерства регионального развития. Господа, я так полагаю, что с докладами, наверное, скорее всего, можно решить, как бы завершим и как бы подведем черту, потому что ну, уже, наверное, достаточно, все регионы были представлены, и все, скорее всего, супер. Давайте-ка каким образом поступим? Минут 30-40 мы предоставим всем желающим по 5 минут, максимум 7, выступить. Но прошу учесть следующее. Все-таки основной тематики, которая предложена Организационным комитетом, далеко не уходить. Я так полагаю, что наш форум, он является, так сказать, таким локомотивным, авангардным. И поскольку все как бы согласились с тем, что, так сказать, национальный вопрос возникается не только, так сказать, на вопроса языка, а даже отдельное предложение поступило со стороны башкирской делегации, что они готовы следующий форум как бы привести у себя. Поэтому просил бы все-таки как бы соблюсти регламент и как бы по тематике выступить. Ну что ж, кто у нас желает выступить? Пожалуйста. И я очень попросил, вот вы будете выступать, фамилия и имущество, чтобы могли зарегистрировать. Я, так сказать, засеку время 5-7 минут. Спасибо. Я Ахмед Набиев Магомед Халилович, национальность каратинец, очень из Дагестана. 13 андадидойских народов я представляю здесь, значит, и лет 10 занимался вопросами 13 андадидойских народов Дагестана, Конгресса народов Дагестана, но этого конгресса уже не существует. Власти ее затушевали, и значит, ничего не осталось. Микрофон, да? Значит, вопросы какие у моего народа? Мои народы и наши языки не признаны. В России они не признаны, в Дагестане они не признаны. Вот те проблемы, которые вы говорите о вас, в вашем отношении так называемых титульных народов, названия которых даны республикам и так далее, это просто обычная подачка для вас, чтобы потом в дальнейшем ущемлять ваши права. И таким образом руководство Дагестана, начиная 83 года назад, поднялась, впервые было поднято, значит, в 1927 году проблема языков Дагестана и его изучения, обучения. Тогда руководитель Дагестана, в то время, который был, вот я Урчи зачитывал, Наждудин Самурский говорил, это мука какая-то, развивать какие-то языки, какие-то народы и так далее. Даже, значит, языки титульных в настоящее время аварцев, кумыков, даргинцев, значит, это тогда не хотели признавать, но был руководитель, значит, республиканского значения Алибек Алибекович Тахугоди, его имени в настоящее время назван Институт педагогики Дагестана. Он говорил, что проснутся эти народы в одно время, и они предъявят свои претензии. Сегодня мы предъявляем страшные претензии по вопросу эко-этногеноцида коренных малочисленных андадидойских народов Дагестана. За край зашкаливало это все, не иметь букваря, не иметь словаря, запрещено иметь историю, теперь запрещают иметь и территорию. Мы, наверное, проблему слышали Бортиха, самовольный захват и самовольное строительство Министерством обороны военного городка в Ботлихе.